Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменские паломники завершили хадж в Мекку и Медину и вернулись на родину. В домохозяйствах Туркменистана установят умные счетчики газа. Центр избирком Туркменистана подтвердил итоги выборов в Меджлис и другие новости. На заседании Кабинета министров Туркменистана вице-премьер Батыр Аманов проинформировал президента Сердара Бердымухамедова о ходе реализации проекта по внедрению цифровых технологий в систему газоснабжения. Как сообщалось, одним из направлений является установка умных счетчиков газа, которые обеспечат более эффективное использование природного газа в домохозяйствах. Группа паломников из Туркменистана совершила хадж в Саудовскую Аравию, посетив священные места ислама. На днях последние участники группы благополучно вернулись на родину. Паломники прибыли в международный аэропорт Ашхабада на специальном рейсе и были доставлены на современных автобусах к мечети Хезрети Амар, расположенной в жилом комплексе Парахат-7. У входа в мечеть их тепло встретили родные и близкие. В Ашхабаде состоялось заседание Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане. Главным вопросом повестки дня стало подведение итогов выборов депутатов Меджлиса Туркменистана, прошедших 7 июля в 3 избирательных округах столицы. По информации председателя избирательной комиссии города Ашхабада, выборы прошли на основе демократических принципов в условиях альтернативности и прозрачности. Явка избирателей оказалась высокой – 91,32% от общего числа граждан, имеющих право голосовать. В результате голосования из 9 кандидатов были избраны 3 депутата, получившие большинство голосов. На прошлой неделе в Астане состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Казахстана Рашида Миредова и Мурада Нуртлеу. В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр двухстороннего сотрудничества, включая политическую, торгово-экономическую, транспортно-транзитную, энергетическую и культурно-гуманитарную сферы. Министры также согласовали график предстоящих международных встреч на высшем уровне. Из Ульяновска в Туркменистан напрямую будет запущен новый контейнерный поезд. Сообщается, что по восточному железнодорожному коридору Средняя Волга, Каспий, Персидский залив российские товары смогут быстрее достигать Туркменистана и соседних с им стран – Афганистаном, Ираном и Пакистаном. В медицинском университете Машад Исламской Республики Иран состоялась презентация первого тома книги национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана», переведенный на персидский язык. В ходе презентации выступающие отметили, что данная научная энциклопедия вызвала огромный интерес среди иранских врачей. Ее перевод на персидский язык будет полезен читателям в Иране. Министерство культуры и информации Казахстана совместно с национальной волонтерской сетью объявили о запуске масштабного проекта «Марафон добрых дел». Инициатива направлена на объединение усилий всех казахстанцев, участвующих в волонтерской и благотворительной деятельности. Проект предусматривает проведение регулярных недель добра и ежегодных тематических мероприятий, приуроченных к значимым календарным датам, международным дням и различным социальным и культурным событиям. Студия DreamWorks Animation поделилась в социальных сетях информацией о выходе 5-го фильма популярной анимационной серии «Шрек». Новая глава истории о знаменитом зеленом огре выйдет на экраны 1 июля 2026 года. К озвучиванию ключевых персонажей вернутся звезды оригинального состава. Футболисты сборной Туркменистана встретятся с командой Афганистана в матче за 5-е место на чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации среди молодежных команд. Игра состоится в четверг, 11 июля в Джалалабаде. В финале турнира сыграют сборные Ирана и Кыргызстана, а матч за 3-е место пройдет между Таджикистаном и Узбекистаном. Сборная Испании одержала волевую победу над Францией в полуфинале чемпионата Европы по футболу. Матч, прошедший в Мюнхене, завершился со счетом 2-1 в пользу испанцев. Голами в составе победителей отметились Ламин Ямаль и Дани Ольмо. За французов отличился Рандаль Кола Муани. В финале Европы 2024 сборная Испании сыграет с победителем матча между командами Нидерландов и Англии. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.